роль, знаете, вот таких вышибалы из бюджета, да? Вот это не очень хорошо. Я считаю, что все-таки молодежь — это возраст, когда надо что-то творить, надо что-то придумывать, интересное, новое, вот, и не обязательно для этого нужно деньги из бюджета просить. Вот. Но если есть там какие-то проблемы, ну, ставьте, я еще раз говорю, я просто, чтобы мы все-таки не просто о бюджете разговаривали, о выделении средств из бюджета, а о каких-то более таких еще интересных, важных, нужных для молодежи и для республики делах. Ну, вкратце у меня все, ребят, давайте вопросы. Хорошо, друзья, давайте начнем. Но пока ребята думают, уже подняли, да? Давайте. Здравствуйте, меня зовут Елена Евсеева, и я представляю участников конкурса «Солустар». Это вокальный конкурс, и у нас такой вопрос. Ну, он такой на интерес, да? Мы хотели бы узнать, какие были у вас предпочтения в молодости, именно музыкальные. Вот это вот нам очень интересно сейчас. Хорошо. Спасибо. Ну, мне много раз про это у меня спрашивали, я много раз отвечал, но я всегда отвечаю одно и то же. Я в школе, вот когда школу заканчивал, в это время же как раз только-только появлялся якутский рок. Вот я очень любил и люблю группу Челбот, вот и нашу рок-группу знаменитую Верхнеюлийскую, так, поэтому я всегда был их фанатом, так. Ну, в университете, когда поступил, я уже там кино слушал, Цой тогда еще был жив, так, ну, и, соответственно, вот те музыкальные, скажем так, предпочтения, которые у меня тогда были, они у меня и сейчас сохранились. Поэтому вот так. И чуть-чуть дополню. И пробовали ли вы, когда, ну, самому вот Это выйти на точно нет. сцену? Это точно нет. Точно нет. Спасибо большое. Так, друзья. Здравствуйте, меня зовут Саргалана Скрябина, я представляю Сахафильм. Я являюсь художником-постановщиком многих фильмов, и сейчас у нас как раз таки проблема в том, что нехватка специалистов, и у меня вот такой вопрос, что будут ли целевые в этом году обучение центральные вузы, творческие и места, имеются целевые места. И насчет питчингов именно для молодежи, которые вот только-только хотят снимать свой фильм, свой первый фильм. Ну, я понимаю, те, которые уже сделали себе имя, вот именно дать возможность молодым именно снимать свое кино. Вот тоже вот хорошо, что сделали вот именно мероприятие «Мусустар». И еще в будущем будут ли такие мероприятия? Спасибо. Ну, по целевым местам я вам сразу скажу, что я всегда это поддерживаю, чтобы у нас и по линии государства, и по линии частных компаний и так далее мы людей обучали. Причем не обязательно, знаете, вот тоже такой есть у нас неправильный стереотип, что учиться надо вот только в молодости, да? Потом научились чему-то, и все, потом по жизни учиться не надо. Сейчас время такое, что профессии очень быстро меняются. Так? Многие профессии на наших глазах исчезают. Я вот уверен, что в течение ближайших 10-15 лет многие профессии, которые сейчас вроде бы как востребованы, они вообще исчезнут. Вот. Или, по крайней мере, потребность в них уже будет на порядок меньше. Уже многие вещи будут делать искусственный интеллект. Ну, например, ту же бухгалтерию, например, вести. Вот. Но при этом потребность в творческих профессиях, она, наоборот, наверное, будет расти, потому что люди творческие, люди креативные – это как раз те, кто сейчас больше всех ценится. Вот. Но при всем при этом надо постоянно совершенствоваться, постоянно учиться. Я вот всегда говорю, что мы должны все, начиная от детей, которые в детский сад ходят, заканчивая уже пенсионерами, чему-то учиться. Учиться, узнавать новое, получать новые компетенции для того, чтобы быть конкурентоспособным. И конечно же, кино, как один из самых таких технологически, наверное, развитых бизнесов, которые сегодня на планете есть, где очень много новаций, очень много все стремительно меняется, требует тоже постоянной переобучения, постоянной подготовки кадров, ну, в том числе и молодых.
Я за то, чтобы мы их готовили, в том числе, если надо, и через целевые места. Что касается питчингов, так, для молодых кинематографистов, то я всегда за. Это хорошая идея, правильная идея. Так, другой вопрос, что сидеть и ждать, пока там из бюджета, опять же, там дадут деньги на это, тоже, наверное, не нужно. Очень много же сейчас разных грантов, причем грантов не только бюджетных, есть очень много грантов от разных фондов, в том числе частного характера фондов, которые выделяют средства на такие проекты. Уверен, что у нашей молодежи, особенности с учетом того, что они все сегодня свободно говорят и на английском языке и так далее, есть возможности как раз на это дело привлекать средства, в том числе и извне нашей страны. Вот. Мы, еще раз говорю, мы с удовольствием помогали и будем помогать кинематографу, потому что кинематограф – это одно из самых таких, на мой взгляд, важных направлений, в котором может развиваться якутская креативная индустрия. И еще одно предложение. Вот, ну, еще насчет целевых обучения. Не у каждого студента бывает возможность обучиться в центровузах. Может тоже какой-то сделать курсы такие, чтобы хотя бы там на месяц, на 2 месяца, чтобы сюда приехали именно спикеры, чтобы именно какая-то сертификация была, чтобы они получали именно какую-то документацию в этом плане, чтобы у нас очень много здесь ребят, которые именно креативных, которые сами по себе обучаются, но они не могут трудоустроиться вот именно креативные вот из-за того, что чисто вот формально у них нет документации, хотя как все данные, творческие данные, все есть, но чисто из-за формальностей таких как бы, ну, возникают такие вот вопросы. Правильно говорите, так, конечно же, надо организовывать и курсы, и краткосрочные курсы, в том числе и с выездом специалистов сюда, в Якутск, да. Я вообще здесь проблем не вижу, так. Другой вопрос, я немножко не соглашусь, что какие-то формальные причины могут помешать талантливому человеку, ну, участвовать в производстве кино. Я считаю, что вот как раз в кино-то это точно серьезных таких не может быть каких-то ограничений. Ну, взять того же нашего Давыдова, ну, режиссера, который на Амгинский, так, ну, он же учитель, он вот только в этом году уволился из школы, так, до этого работал учителем, так, ну, он не имеет специальное образование, что не мешает ему снимать замечательные фильмы, так. Поэтому здесь себя в рамки загонять не надо. Это вот когда вопрос касается госуправления, там, муниципального управления, то да, дипломы должны быть, это требование закона, это все понятно, так. А когда касается творческих таких вещей, как съемки кино, да я не думаю, что здесь уж слишком на это надо такое серьезное обращать внимание. Здравствуйте, я Никонова Лена из трека анимации. Собственно, хотелось бы спросить, какие будут планы по развитию анимации в рамках квартала труда и вообще насчет квартала труда? Я точно вам скажу, что квартал труда будет построен так, он у нас до конца этого года должен быть введен. Это будет наш такой первый серьезный большой проект в создании пространств для креативных индустрий. Общая площадь, ну, если не ошибаюсь, порядка 13 тысяч квадратных метров. И, конечно, я точно могу сказать, что там определенное место, причем достаточно значительное, будет занимать, ну, скажем так, поддержка анимации. Я с Афанасием Савиным разговаривал на прошлой неделе как раз на тему развития креативных индустрий. У него есть серьезные такие подходы именно как раз к развитию анимации. Не скажу, что я полностью согласен с его подходами, но он считает, что это все у нас сработает. Я склонен доверять им, нашим ребятам, руководителям институтов развития республики, поэтому надеюсь, что все получится. Здравствуйте, меня зовут Виктор Махтыров, мне 17 лет, я ученик лицея при ЦУФУ, СУНСУФУ, и я резидент бизнес-инкубатора ОРЕХ и также дистанционный резидент IT-парка. Вот у меня такой вопрос. Что вы думаете, вот получается, Якутск достаточно сильно развивается в IT,
Но как вы считаете, сможет ли Якутск стать уровня Кремниевой долины, и как это сделать, и через сколько? Спасибо за вопрос. Вы знаете, ничего невозможного не бывает. Невозможное возможно. Так, главное захотеть. Вот. Вы знаете, и такие вещи, вот, знаете, спланируем, что здесь будет Кремниевая долина, да, или там спланируем, что здесь у нас будет там супер какой-то город, или будет Голливуд здесь в Якутске, да. Такие вещи нельзя планировать. Это зависит от того, насколько наши амбиции соответствуют нашим возможностям. С этой точки зрения, конечно, есть объективные факторы, которые всегда будут против нас играть. Ну, начиная с природно-климатических, да. Что бы мы ни говорили, мы, конечно, вот все патриоты своей родины, Якутии, мы ее безумно любим, считаем, что это лучшее место на Земле, но когда, приехав в ту же Кремниевую долину, ты расскажешь инвестору, что у тебя здесь зимой минус 55 градусов, и это стоит 1,5 месяца, да, ну, это точно не реклама Кремниевой долины. Так, это реклама, знаете, антуража для съемок экстрим-шоу, так, на выживание, например. И вот есть такие объективные проблемы, еще раз говорю, которые нас точно будут сдерживать. Вместе с тем у нас есть в наличии самое главное, что во всем мире ценится больше всего. У нас есть очень серьезный человеческий капитал. Вот. Он, не буду долго говорить, откуда он взялся, так, но он у нас в наличии есть. Это вот в том числе вы здесь все сидящие. И наша задача – это правильно его использовать, чтобы вы его, например, тратили не на развитие той же Кремниевой долины, так, а на развитие IT-парка Якутска, так, или, вот как вы сказали, студенческого парка Орех. Если мы сможем выстроить здесь, в Якутске, такую среду, когда это будет считаться круто, когда это будет считаться очень интересно, В мировом масштабе. когда в эту отрасль будут приходить не только наши внутренние инвесторы, но и внешние инвесторы, так, будут здесь открывать представительства, будут сюда инвестировать для реализации каких-то своих бизнес-проектов, то у нас все полетит. Вот. И, может быть, у нас будет не Кремниевая долина, там, а Алмазная долина. Так? Ну, не все же силиконами там заниматься. Так? Да. Вот. Еще раз говорю, ну, просто для этого надо верить и мечтать надо. Так? У нас же, как мы всегда обычно, к сожалению, начинаем сразу ставить барьеры. Вот. И еще раз говорю, вот почему у нас плохо, можно рассказать очень много. Да? А вот почему хорошо, к сожалению, не так много. Так? Но вот эти наши плюсы надо полностью использовать. И тогда у нас все получится. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Роза Баишева, компания «Скиллометр». Мы вошли в топ-100 IDIC, вы, наверное, помните, вы раз говорили. Какие топ-5 приложений сейчас стоят в вашем телефоне? У меня какие? Ну, конечно же, соцсети, так, потому что, ну, хочешь, не хочешь, ими надо заниматься, так. Поэтому, наверное, мои все топы – это как раз соцсети мои. Вот. Ну, а что касается других каких-то приложений, ну, я сейчас занимаюсь достаточно серьезно своим здоровьем, потому что я считаю, что вообще самое главное, что есть у человека, это здоровье, надо за ним следить, надо держать себя в форме. В особенности, вот прошлый год нас всему этому научил, поэтому у меня там стоят приложения, связанные вот как раз с отслеживанием здоровья. Там вот этот, как ты двигаешься, сколько калорий потратил, как меняется вес, какое там давление, ну, вот всякие вот такие вещи у меня там, ну, слава богу, да, еще нет, так, но в целом вот такие у меня связанные с физической активностью приложения стоят. А если говорить про... Есть приложение связано, ну, еще мое любимое занятие – это читать книги, поэтому мое любимое приложение – Литрес. А если говорить про скиллы, какие скиллы вы посоветуете развивать нашей молодежи? Вы знаете, я здесь скажу немножко по-другому. Надо развивать то, что ты можешь развивать, к чему у тебя есть талант. Если у тебя талант спортсмена, то стараться стать там, компьютерным дизайнером не надо. Или у тебя, если есть талант биолога, то не надо стремиться стать айтишником. Да? Вот у человека всегда есть к чему-то талант. И вот надо вот это, поймать это чувство таланта, поймать, к чему у тебя лежит сердце, душа,
и этим заниматься. И тогда у тебя все получится. Надо вот в этой части быть очень внутри себя гармоничным. Очень много проблем возникает, когда дети, вот заканчивая школу, выбирают не ту профессию, которую, наверное, которая у них больше было, наверное, способностей, чего бы они хотели. Они же как слушают родителей, слушают там кого-то, знакомых, друзей, и идут немножко по-другому. А потом через некоторое время, бывает же грант, вещь, которая всегда очень в любом поколении это всегда происходит. Я считаю, что вот поэтому здесь не надо говорить, вот давайте занимайтесь этим, это будет все хорошо. Да? Мир настолько быстро меняется, то, что считалось круто вот, еще 10 лет назад, ну, тоже, знаете, бесспорное увлечение вот этими вот бухгалтера, экономисты, юристы. Вот, знаете, через 10 лет это точно не будет. А люди уже обучились, люди уже этим должны заниматься. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Слепцова Анна. Я вот хотела тоже узнать про квартал труда, к примеру, да. Он будет, получается, как инкубатор, да. Туда входят какие-то ИП, ООО, НКО, да. То есть, чтобы туда войти, надо регистрироваться юридически, да. Про это мы как бы творческие люди вообще об этом не шарим в юридических вопросах, и поэтому хотелось бы узнать. Безусловно, квартал труда, ну вот креативный кластер, как мы его называем, он будет действовать примерно на тех же принципах, что вот IT-парк. И, конечно же, для того, чтобы там получить какую-то территорию, так, на постоянной основе, нужно стать резидентами этого кластера, вот, заключить договор. Всеми этими вопросами занимается корпорация развития Якутии. Вот, я думаю, что если вы с ними свяжетесь, они вам с удовольствием ответят. Но при этом я хочу сказать, что коллеги, вы, даже если творческие люди, да, вы должны все-таки уметь свои творческие навыки каким-то образом монетизировать. То есть предпринимательские способности у вас тоже должны быть обязательно. Или у вас должны быть люди, которые вам в этом вопросе помогают. Вот это очень важно в наше время. Даже с точки зрения защиты вашей интеллектуальной собственности. Здравствуйте, меня зовут Петр Хики. Хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за поддержку нашего проекта фильма «Холодное золото», который мы сейчас делаем почти круглосуточно. Несмотря на пандемию, мы прорываемся и, как говорится, выходим на золото. И как раз 27 марта мы презентуем Мусустар, наш трейлер. Надеюсь, вы и все остальные посмотрите и оцените наш труд. Вопрос такой. Якутское кино сейчас, скажем так, на коне, в тренде. Есть ли какие-нибудь мысли, предложения, как можно развивать и продвигать якутское кино как бренд Якутии? Спасибо. Ну, по-моему, мы этим и занимаемся все вместе с вами, так? Я говорю, что наши кинематографисты сейчас очень много делают для популяризации Якутии. Очень много людей уже знают, что такое якутское кино, и через якутское кино они приобщаются к Якутии. Еще достаточно недавно, лет 10 назад, когда в каких-то залах я начинал говорить про якутское кино, то многие просто откровенно ухмылялись, так? Смеялись. Так? Ну где кино и где Якутия? Вот такой был примерно посыл. Вот. А так как я якутским кино достаточно давно увлекаюсь, его люблю, всех кинематографистов знаю, я всегда говорил, что наше кино выстрелит. Вот. Мы точно выстрелим, мы точно пойдем побеждать на разных конкурсах. Вот сейчас это все происходит. Сейчас наша задача, на самом деле, здесь не просто создать несколько хороших крупных компаний. Ну вот государственная компания у нас есть Сахафильм, там ряд других компаний и производителей, продюсерских центров появляется. Задача не в том, что просто их создать. Да? Вопрос в том, чтобы здесь у нас реально появилась киноиндустрия, как отдельная отрасль экономики, которая будет работать и производить целую линейку разных фильмов, начиная от
триллеров, так, заканчивая уже артхаусным кино. Вот. Я считаю, что у нас для этого все есть. Просто надо, еще раз говорю, и государству, вот точно здесь надо вам помогать, ну, в целом индустрии, но и индустрия наша должна вот под это дело затачиваться и работать. Уверен, вот точно вот по кинематографу у нас все получится. Ну и «Холодное золото» мы ждем. Я читал сценарий сам, когда принимали решение о выделении средств. Мне он очень понравился. Ну, надеюсь, мы увидим в этом году этот фильм. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антонов Степан, и я хотел бы спросить у вас, как вы относитесь к киберспорту в целом? И планирует ли республика вообще в дальнейшем как-то развивать эту индустрию? Вопрос насчет того, намерена ли республика развивать киберспорт, он немножко, знаете, вот такой абстрактный, да? Если со стороны вложений государства, то это навряд ли, так? Мы будем в это вкладываться. Но с точки зрения реализации каких-то программ совместных с Федерацией киберспорта, по популяризации киберспорта, по его встраиванию в общую систему, ну, скажем так, патриотическое воспитание, даже можно так сказать, нашей молодежи, то это, безусловно, да. Потому что я понимаю, что киберспорта очень большое будущее, он очень активно развивается, и вот сейчас охват уже, если так смотреть, в мире он очень большой, реально большой рынок. Ну и самое главное, что у нас уже появляются команды, появляются игроки достаточно серьезного, хорошего уровня. Вот. И я очень надеюсь, что в скором времени вот это количество перерастет в качество. Другой вопрос, конечно, мне, ну, я так тоже, достаточно много у меня знакомых из этой среды, и я так понимаю, что самая большая проблема на сегодняшний день то, что наши ребята и вообще дальневосточники, они вынуждены соревноваться с москвичами, так? И вот это там, Так. вот этот разрыв миллисекунды, который, ну, для нас, обычных людей, кажется, вот это, ну, что там, мигнуло, это даже меньше, да, то для тех, кто вот на клавише постоянно вот на джойстике сидит, то это, конечно, ставит нас, дальневосточников, в неравные условия с теми, кто сидит в Москве. Ну, вот мне, по крайней мере, так наши ребята объясняли, и мне говорили, что было бы хорошо, если бы наши команды вот Дальнего Востока, Якутии играли бы с азиатами, ну, вот с Китаем, с Кореей, для того, чтобы примерно быть в одном таком пространственном поясе и уже как бы, ну, реально получать и удовольствие, и быть уже в равных условиях с другими игроками. Я считаю, что тоже интересное предложение, надо бы в этой части поработать. Ага, спасибо. Арсений Сергеевич, как раз доказательство этому сейчас полным ходом идет чемпионат в рамках фестиваля. Сегодня участвует 51 команда киберспортсменов, и завтра мы узнаем финалистов, победителей первого чемпионата киберспорта в рамках фестиваля. Там же какой-то крутой комментатор приезжает, да, и будет комментировать? Да, должен. Хорошо, ясно. Онлайн. Он онлайн, а оттуда будет комментировать, да? Ясно, тоже хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Меня зовут Алексей Дьяконов, руководитель любительского клуба «Саха-биатлон». Мы 7-й год примерно уже развиваем в республике любительский биатлон, да и вообще биатлон в целом, и пропагандируем здоровый образ жизни. У нас вопрос такой, как и чем может помочь правительство нам в дальнейшем развитии любительского биатлона и биатлона в целом? Ведь у нас есть в Алдане целый центр зимних видов спорта, и заниматься некому. Спасибо. Ну, к сожалению, у нас Алданский центр не до конца сертифицирован, так, как раз в части биатлона. Я специально эту тему изучал. Надо определенную работу провести, чтобы он был уже, ну, отвечал всем требованиям для проведения и тренировочного процесса, и соревнований на таком уже, ну, официальном уровне. Вместе с тем, я считаю, что биатлон у нас, конечно, мог бы развиваться. Вот. И, конечно же, здесь Министерству спорта надо будет, ну, смотреть и в дальнейшем поддерживать, во-первых, появление здесь, создание здесь условий для того, чтобы эти соревнования вообще можно было проводить. У нас сейчас, я так понимаю, самая большая проблема в том, что нет у нас официальных, даже Алданская трасса, она не отвечает требованиям для проведения соревнований. Вот. И вот что мы должны сделать такие локации, в которых соревнования можно проводить. Ну и в дальнейшем уже
возможности тренировок, тот же инвентарь, те же преподаватели, тренера, которые могут этот процесс вести. Это же целое, надо с нуля практически создавать. Вот. Ну, я думаю, что Минспорт будет этим заниматься. И еще вот уточнение, наверное, такое. У нас есть, в принципе, Федерация биатлона республики есть, она 2008, по-моему, создана, но она так такое не работает сейчас, на данный момент. Переизберите или посоздайте по новой, это же абсолютно. Мы сейчас вот даже Федерацию борьбы хотим из-за определенных там юридических моментов, сейчас хотим ее по новой, ну, пересоздать. Вот. А уж если Федерация практически не работала, то какие проблемы? Спасибо. Здравствуйте, я Ефимова Александра, студентка ЦУФУ. Я хотела задать вопрос по travel. Вот Якутия обладает возможностью для развития экстремального и спортивного туризма, например, как горные восхождения, речные сплавы и рафтинг по горным рекам. Имеются квалифицированные инструкторы и проводники, но, как я знаю, у нас нету таких центров, комиссий, которые именно обучают. И вот ближайший центр такой находится в городе Новосибирске, и это как бы усложняет именно, да, подготовку таких кадров. И хотелось бы задать, можно ли как-то решить этот вопрос именно по созданию аккредитованной школы для подготовки и обучения таких специалистов по экстремальному и спортивному туризму на территории Якутии? Спасибо. Ну, вы знаете, мне почему-то казалось, что у нас и в СВФУ, и в Чурапчинском институте физкультуры и спорта таких специалистов готовят. Может быть, нету центров, которые как раз выдают какие-то сертификаты, вот как вы говорите, да, ну, Да. для того, чтобы работать в туризме. Давайте мы это, Степан, ты у себя запиши, потом надо будет уточниться просто. Так, если у нас СВФУ и Чурапчинский, они этим вот чисто вот оформлением таких сертификатов не занимаются, они, может, могли бы. Но я знаю точно, что у них на кафедрах готовят специалистов по преподаванию как раз и экстремальных вот таких видов, о которых сейчас вот девушка сказала. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Үтө күнүнен Марк Журков атынан музыкальный колледж ухуячта Варвара Степанова деймін. Мен эдер хомусчуттар атырттан тыла тегеллим манна. Бу музыстар ычаттар иккерларгар ытылар фестиваль быйылгаттан сагаламытыттан бихи олу сүйребит. Онна маннык улахан масштабтак фестиваль сайда үйнө тураргар багарабыт. Онна хомус сакахерин бренд инструменты боларын быхытынан хомус сыллата ытылларын курдук ытыллан бара тураргар багарыга этибит. Ычаттар нөңө бу саха культурата Овсенен саха культурата ычат нөңө сайдарыгар түргөн хос мин хана барса. Олихин бу традиционный культура элбак жанрдара фестиваль игер киреллере болор ден баганабны деп мактал. Мактал болот. Мен хана оротон ровно хепкатаган эдер чат нөңө еге хака умук культурата хайдар кахтахыр боллады. Хака эдер чат кытыполлаган хайдак культура хайды. Ол хин ити хамы хепкатаган онна мактана мете яка бу бары ити хомуска да болун атындаганы бу сахомук үгестерегер билеген үйренеңет ужулахан специалисттер болаңыт келин хакайын хирин хакомугун бартына атырдагат. Вот оны келерде хылларга бу фестиваль битер каянда тиртус пакайсалар бар булуктар оны сахайд элбен яктыр. Оны ме бихет якты каянда. Дөсөрүл мактал. Здравствуйте, меня зовут Байшо Мария, я ученица Маинской школы имени Владимира Петровича Ларионова, и я являюсь резидентом школьного бизнес-инкубатора. У меня возник такой вопрос, а скорее предложение. Для развития молодежного предпринимательства прошу рассмотреть возможность проведения на республиканском уровне форума на тему «Перспективы развития предпринимательства в молодежной сфере». В среде, в котором примут участие молодые предприниматели из районов и привлеченные федеральные эксперты. Пожалуйста, ответьте, возможно ли это? Спасибо. Ну, вы так сказали, что я сказать нет, никак не могу. Да? Не, это замечательная идея. Так вообще можно было бы
может быть, даже не молодежным это называть, а может быть, даже школьным предпринимательством и так далее. Вы знаете, сейчас же вообще есть глобальная проблема в нашей стране, она какого порядка, да? У нас очень мало вот детей, школьников, студентов, которые хотят стать предпринимателями. Да. Вообще исчезающе мало. 3-4% в лучшем случае. Так? А если взять те же западные страны, которые мы всегда любим пример приводить, то там 25-30%. Вот. И вот это отсутствие желания стать предпринимателями, отсутствие предпринимательской инициативы, оно очень опасно для страны в целом. И я считаю, что мы, конечно, уже на школьной скамье должны детей больше учить предпринимательским навыкам, должны учить предпринимательской инициативе, вообще закладывать какие-то основы финансовой грамотности, предпринимательской грамотности. И я очень рад, что вы уже в таком возрасте уже являетесь резидентом своего школьного парка. Так? Уверен, что такие бизнес-инкубаторы школьные надо поддерживать. Ну и проведение такого форума, Степан Анатольевич, давай переговори с Сивцевым. Если вы с таким предложением выйдете, я готов поддержать. Давайте его проведем. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, меня зовут Винокурова Саина Егоровна, я артистка Национального театра танца. Очень хорошо, что проводится такой молодежный фестиваль, и мы благодарны, что пригласили в наш театр очень замечательных хореографов. Попробовав поработать с ними, мы взяли что-то новое, также вдохновились. Хотелось бы по возможности приглашать хореографов работать с нами, чтобы было развитие артистов и развитие театра. Возможно ли приглашать? Я за то, чтобы у нас процесс вот обогащения нашей культуры шел в том числе через обучение у лучших преподавателей. И я здесь не то что согласен, да, я вообще поддерживаю полностью вот подход, когда ведущие хореографы, например, будут приезжать в наши театры, ну и какие-то новые веяния будут появляться у нас. Нельзя находиться только у себя внутри здесь на территории, так, и считать, что мы там лучшие, да. Лучшие это всегда, понимаете, это можно только понять, когда ты с кем-то конкурируешь уже из других регионов, из других стран. И только тогда ты понимаешь, насколько ты там или впереди, или позади. Так? И, конечно же, без обучения у других преподавателей, из других регионов, из других стран, ведущих каких-то специалистов, конечно же, о развитии говорить не приходится. И я считаю, что нам надо вот в этой части даже усиливать наш вот такой взаимообмен. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Эдуард Жирков, я артистпын, театр танцы генен бир ыйтылакпын. Үнкү национальный театрын күн бүгүнгү үлетин туһунан бәйгыт хаддак хана буллакытай, онна эги көрөчү быһытына ханнык темага туруруну интерегигидей. Все, мен хана бар ити биһиги үнкүбүт театра дөссү халгы хайданнады, күйүрөннады. Мен хана бар биһи бир сыгалак бүтөптө. Ту бар мен специалист потакпын, мен хана бар хөптө биһиги үнкүбүт ансамбльлерин халбактар. Хөптө хана көрдүк. Кытел бак бар, онан агы коеп. Онна бир улук эталонна жиңна холок биле чыпчалгы хажар ансамбль бу сок болон калды. Жиңа бара бу механа бар бу үнкү театры биһиги bu saha ünkütün başı bu hakarıgar ünkü iskustotagar hama çıpçala buluqtaydı. Hep de kini yakatın atın ansambller bari kini haydargar ulliyaktaktır. Onu bir helbek ba bile toğu nısıllarga elbek ba ansambl bu teriyemmet onu bartın государственная национальная den elbek ba attan baramı bilegen elbek üçüge ansambller daqpıt. Hep de o kon bir uluq ulukannak üçüge sitihilak uluq topusuq. Ансамбль бүтөп. Ол эми хана бар төөр биһи келер хылларга улахан ситиек тугар хитиек бытын багара болак бытын биһи бу үнкү театрын улук күскә хайнарак бытын да оны керене биле отун кин ансамбль кудук тутамыт кене хай удук хайнарамы түлледек бытын да. Очону улахан кыйлар коллектор. Хеп атыны муктар эте көрдөкмүнө эте калмыктар болуннар эте буряттар болуннар эте татардар болуннар именно утир күлелдер. Кинерге бир улахан улук жиңнак
национальный театр дақтыр, үнкі кені, ансамбль ақтыр, әбеті. Орны кені атын ансамбльдер, атын группалар бар кені үйілдер. Кені хама, кені біледі семейхені қомыян, оны хайынларан, андойдуға бәлерін мұқтарын үйкілерін атырдалар. Ол ехін мен ететті өрме хана бар, бияған түнді соғын оғын ғыларға өлі бейітінде көйтер ететті өр. Ясин Сергеевич, приветствую всех участников. Меня зовут Нурудин Анарудин, Молодежная ассамблея Республики Саха-Якутия, Народа Республики Саха-Якутия. У меня два длинных вопроса, поэтому заранее прошу прощения. Первый вопрос. Я как носитель арабского языка, все, наверное, слышали, в прошлом году, в начале года сюда приезжали туристы, имеются работники почты, именно Саудовской Аравии, в делегации там около 7-8 человек. С ними приезжал переводчик, парень из Башкортостана. И в этом году они со мной связываются и говорят, мы, говорит, хотим приехать еще раз, у нас, говорит, делегация там около 20 человек. Они говорят теперь о тех трудностях, с которыми они столкнулись. Почему? Потому что они говорят практически, чтобы говорить на каком-то международном уровне в плане именно туризма, каких-либо там турагентов или что-то вроде этого, или каких-либо туристических компаний, которые могут там, условно говоря, принять, позаботиться о всех сопутствующих моментах. Они говорят, мы, говорит, не нашли, сколько бы искали. Есть, говорят, местные ребята, которые просто как-то чем-то занимаются и все. Но каких-либо сертифицированных международных там организаций в этом плане, говорит, нету вообще никаких. У нас, говорит, там они побывали, так скажем, в Батагае, увидели северное сияние, вот это всю красоту. Приехав туда, там очень много людей загорелись, но они немного боятся. Почему? Потому что они говорят, вот мы не знаем, куда мы едем. К примеру говоря, какая-то вот информация именно на международном уровне в этом плане, если будет. Почему? Потому что им, людям, которые живут при плюс 50, очень интересно, как люди живут минус 50. Поэтому они очень хотят приехать сюда. Вот здесь было огромное количество вопросов по экстремальному туризму. И мне кажется, если в этом плане поработать, то это очень такой большой потенциал, который можно реализовывать. Именно для людей, которые хотят из плюс 50, минус 50. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы знаем, что в центральной части России проходит огромное количество форумных кампаний, фестивалей. Для меня, так скажем, человек, который видел очень много, Муссустар — это прямо такая какая-то отдушина. Почему? Потому что такого масштаба мероприятия. У меня было такое предложение, нельзя ли сделать, чтобы на Дальнем Востоке у нас своего рода столица, получается, Хабаровский, та часть. Нельзя ли сделать так, чтобы у нас именно форумная кампания, именно международные какие-то форумы, федеральные форумы, чтобы у нас их было тут почаще. Почему? Потому что это очень интересно, очень многие люди хотят сюда приехать. Именно молодежь имеется познакомиться со всем этим, именно с местным бытом и все, что с этим связано. Поэтому таких своего рода пожелания, наверное. Спасибо большое. Спасибо, Нурудин. Ну, если так подумать, то оба твоих вопроса, они связаны между собой, потому что они в целом касаются развития туризма. Так, туризма делового, туризма чисто вот экстремального. И вот те замечания, которые те же вот друзья наши из Саудовской Аравии, которые высказывали тебе, а я с ними полностью согласен. Мы вообще с точки зрения развития туризма вообще находимся на уровне 0. Мы только-только начинаем этим заниматься. У нас таковой туриндустрии по большому счету не существует. И только сейчас мы делаем первые шаги. Вот. Развитие туризма же, оно влечет за собой развитие, должно влечь за собой развитие целых сегментов экономики. Это и наличие инфраструктуры. Например, тех же гостиниц. Так, у нас сегодня гостиницы здесь, вот кроме Азимута и Тагын-Дархана, таковых гостиниц пока нет. Вот только сейчас мы начинаем подписывать. Они привозили с собой палатки и жили в палатках. Ну вот видишь, так. Я уж не говорю о том, что в наших районах практически гостевых домов-то и нету практически. Вот сейчас Батагай, кстати, появился, вот только-только начали сейчас такие дома появляться, уже хорошо. У нас нет в целом такого понятия, как индустрия гостеприимства. Ну, если так подумать, да. Я вот все время грустно шучу, что если иностранные туристы прилетят к нам минус 50, вот как ты говоришь, да, у нас же даже как гостиницу, как границу надо переходить. Ты же по трапу не переходишь, тебя оставляют там, потом на автобусе привозят к этому зданию, потом заходишь по страшненькой лестнице туда наверх, стоишь в этой очереди, так, ну, знаешь, специально, чтобы отпугнуть.
Вот туристов можно вот это все делать. Да. Ну, представь себе, минус 50, вот ты с плюс 50 прилетишь, так, и там минут 20 на улице, да, то все, уже умер уже, так, практически. Вот. Я поэтому сейчас вот как раз очень надеюсь, что мы в рамках реконструкции аэропорта все-таки реконструкцию международного терминала сделаем. Там уже появятся и нормальные рукава, и нормально туристы смогут уже выходить, да, в общий зал. И пересечение границы уже, знаете, из такого испытания на выживаемость, да, уже превратится уже так в нормальный процесс, как и в других странах. Это, видите, только первый шаг. А вот еще раз, дальше там больше, 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 да, начиная от того, что у нас, к сожалению, людей, гидов, разговаривающих на английском языке, это мало, да, а уж на языках других, там, на том же турецком, арабском, например, там, корейском, японском, ну, можно по штукам посчитать, сколько у нас людей это могут делать на хорошем уровне. Поэтому здесь нам предстоит очень много поработать, в первую очередь бизнесу, потому что государство этим не должно заниматься. Государство должно создавать инфраструктуру. Это мы создадим, да, улицы, вот аэропорт, гостиницы мы поможем построить, но уже сам бизнес должен вот и людей найти, и людей обучить, и найти интересные маршруты, их подготовить, обеспечить безопасность людей. Огромная работа. И, конечно, этим бизнесменам, тоже туристическим нашим, надо тоже учиться. Очень много учиться. Так? И понимать, как это устроено в мире, в других регионах страны, для того, чтобы соответствовать тем запросам, которые у туристов есть. Вот. Я очень надеюсь, что все у нас получится, и Якутия в ближайшие 5-6 лет уже реально станет таким хорошим туристическим регионом, куда люди будут приезжать, в том числе и из арабских стран. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, еще два вопроса, и на этом завершим нашу встречу с главой республики. Спасибо. Вот сейчас как раз по поводу туризма говорится, да, и индустрия кино, ну, то, что якутское кино о себе заявило, да, в Москве есть Мосфильм, где есть свои отдельные павильоны, где снимают, где все удобно, где ну, у меня всегда, ну, у нас во время съемок всегда бывают проблемы из-за того, что в поисках локаций, например, там старинных домов, или все очень находится в очень отдаленных местах, нужно ездить с одного места, с одной точки, с другого точки на другой. У меня просто есть предложение, если кто возьмется, например, если за туризм, если ну, за такую вещь, людей не только привлекает наша природа, и то, что и культура, и именно вот кино, вот именно как создать, именно как Мосфильм, площадку Якутфильм, ну, с разными там тоже. Я видела очень много, например, старинных домов, которые вот находятся в очень таком печальном состоянии. Это где жили ветераны ВОВ, ну, селение Кольцы, они в полуразрушенном состоянии. И у меня просто предложение их как бы отреставрировать, перенести в одну площадку, чтобы там не только как туристическая, и там можно было бы снимать, и это было бы как бы и для туристов интересно, и в то же время, чтобы, ну, два зайца в одном месте, да, убить, получается, чтобы можно было там и снимать и фильмы, потому что мы постоянно ищем тоже локации, в поисках локаций. Когда мы ищем, то там всегда есть вот в современном стиле. И вот для развития именно вот архитектуры и сохранения культуры будут ли такие гранты или что-то, ну и да, и какие организации могут в нем участвовать. Ну, у меня вот такой, может быть, и предложение, если кто хочет взяться именно за предпринимательство, именно за туризм, именно вот такая очень хорошая идея, именно в том плане, что именно и плюс как чтобы было интересно и в историческом плане, и как и для киношников тоже, чтобы они могли тоже снимать и развивать тоже. Вот. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Григорьев Юрий, я из трека анимации и хотел бы спросить, вот вы верите в будущее якутской игровой индустрии? Ну, примерно, чтобы, ну, насчет мониторинга понятно, но чтобы якутские студии, они тоже могли конкурировать с другими российскими и, может быть, и западными. Спасибо. Я извиняюсь, вы про игровую индустрию спросили? Безусловно. Я абсолютно уверен в том, что игровая индустрия якутских вот IT-компаний, она будет очень активно развиваться. Вот. И кроме Майтона же сейчас, вот, например, Фантастика, они создали уже новую игру, The Day Before, так? Ну, я как бы с тизерами-то знакомился, но это вообще супер игра. Вот. Ничего близко даже я никогда не видел. Так, среди компьютерных игр это будет бомба. И ребята же реально говорят, мы хотим стать номер один в мире уже. Так? Поэтому уже когда появляются две компании больших, так, в одном не очень большом городе, это уже, знаете, это уже тенденция. И я, что бы ни говорили, я считаю, что, наверное, все-таки именно через игровые индустрии, через вот наши такие айтишные компании, наверное, вот серьезный прорыв-то мы и сможем сделать. Вот в самом начале, помните, спрашивали про Силиконовую долину и так далее, да, вот, наверное, что-то похожее мы чисто в игровых индустриях, наверное, можем здесь сделать. Вот. И я, по крайней мере, в это очень сильно верю. Давайте, друзья, поблагодарим Арсения Сергеевича за ответы. И, Арсений Сергеевич, потихоньку подходим к завершению нашей встречи. Сегодня перед началом нашей встречи ребята нарисовали наш логотип фестиваля Мусустар «Подснежник». Вот стоит перед вами Мира Аргунова. Она активно участвует в молодежном фестивале Мусустар. Недавно, 18 марта, она открыла авторскую выставку. И завтра она приглашает Корнер, будет в Дальнем Востоке точно не было, перформанс в мире такого не было. И вот, Арсений Сергеевич, вас приглашаем завершить, завершить наш рисунок, наш логотип «Подснежник». Нет. Где дом художника? Очень красиво получился. Арсений Сергеевич, и у нас супер. Ага. Арсений Сергеевич, на этом мы не заканчиваем. И у нас, у ребят есть маленький сюрприз, подарок, обозначающий молодежный фестиваль Мусустар. Ребята хотят подарить вам толстовку. Пожалуйста.
Уважаемый Арсений Сергеевич, разрешите от лица всех участников первого событийного молодежного фестиваля «Мусустар» поблагодарить лично вас и правительство нашей республики за поддержку молодежных проектов и инициатив. И мы надеемся, что оправдаем ваши ожидания нашими готовыми проектами. Спасибо вам. И разрешите вручить памятный подарок. Давайте, ребята, поблагодарим Арсения Сергеевича за поддержку и скажем огромное спасибо за организацию крупнейшего молодежного фестиваля «Мусустар». Так, сейчас приглашаем на общее фотографирование.